Здравствуйте, я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программа «Общественный интерес». Меня зовут Ирина Кара. Камрадская детская художественная школа основана в 1983 году. Распоряжением при мэрии города Камрата 12 августа 2003 года школа была названа именем Дмитрия Ивановича Савостина. За время своей деятельности школу окончили и получили дипломы примерно 550 выпускников. Из них поступили в специализированные вузы около 200 учащихся. Срок обучения в Камрадской детской художественной школе от 4 до 5 лет. Предметы обучения ведутся по следующим дисциплинам: рисунок, живопись, скульптура, композиция, декоративно-прикладное искусство, история искусства. В этом году Камрадская детская художественная школа отмечает юбилей. Ей исполняется 40 лет. Сегодня на эту тему, о том, какие цели преследовал Дмитрий Иванович Савостин, когда создавал детскую художественную школу, как ведутся предметы в этой художественной школе, обучение в этой художественной школе. Совсем недавно был снят специальный ролик, специальный фильм, который был посвящен этой школе и был выпущен именно в юбилейную дату, в 40-летие. Мы поговорим с гостями, которые уже находятся у нас в студии. Сейчас с ними ближе я вас и познакомлю. Итак, это Сергей Дмитриевич Савостин, директор региональной художественной школы имени Савостина. Здравствуйте. А также преподаватель и маэстро Виталий Манжул. Здравствуйте, Виталий. Михаил Арабаджи, я вас приветствую. И Георгий Андрееш, я вас также приветствую. Уважаемые гости, очень рада, что вы нашли в своем плотном графике время для того, чтобы посетить нашу компанию, поговорить в нашей программе о том фильме, о том важном деле, который вы, насколько я знаю, сделали совместно, сняли этот ролик совместно. Впоследствии на нашем телеканале этот фильм будет постоянно транслироваться, телезрители будут его смотреть, и я знаю, что это вызовет очень большой интерес у нашей аудитории. Кому принадлежит идея снятия такого рода фильма, ролика? Эта идея совместная, она родилась в разговоре в нашем коллективе. И мы просто решили, что это будет лучший своего рода отчет. Это с одной стороны, а с другой стороны это останется память на поколение, будущее, когда они смогут посмотреть, какие были преподаватели, кто был, какие были результаты школы. И поэтому мы решили снять небольшой такой документальный фильм, в котором будут участвовать как преподаватели, так и наши учащиеся школы. Поэтому думаю, что фильм получился такой, как по первым отзывам я уже слышал, такой душевный, теплый. Ну, мне бы хотелось бы, чтобы оценку дали, конечно, телезрители. Вот. Я надеюсь, что это будет оценка. Поэтому нам даже интересно, как люди будут реагировать на этот фильм. Фильм начинается как раз именно с Дмитрия Ивановича, потому что он... С архивных кадров. Да, с архивных кадров. И почему? Потому что он основатель школы, и там есть фразы, которые он говорит, как бы напутствие детям. Поэтому, я думаю, тем, кому будет интересно, они обязательно его посмотрят. Ну, а так Дмитрий Иванович, он, конечно, рассчитывал на то, чтобы художественная школа все лучше и лучше, конечно, чтобы у нее были в первую очередь условия. То, что результаты, он уже знал об этом, потому что 30-летие художественной школы, он, когда вот мы отмечали в картинной галерее, он застал, и там еще взяли интервью. И ему задали как раз вопрос: вы довольны вот, как бы, результатами школы, вот, своей деятельности школы? Он тогда еще говорил, что да, все идет хорошо. Ну а сегодня еще лучше. Поэтому я думаю, чтобы он был бы рад. Вот, и самое главное сегодня, что мы видим. Дети также у нас довольны. Вот, ходят с удовольствием в художественную школу. Есть хорошие результаты, как и выставки, так и поступающие. И дети ходят хорошо в школу. В общем, вот
Это так коротко. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Виталий, следующим в этом фильме выступаете вы. Ваше короткое интервью, ваши воспоминания о том, как вы пришли в этот прекрасный мир рисунка, как стали художником. Вот я бы хотела, чтобы кратко у нас в студии вы тоже поделились своими воспоминаниями. Ну, перед тем, как я поделился своими воспоминаниями, хотелось бы подчеркнуть, что данный фильм, он именно реально документалистикой является. И это на самом деле фильм, вот, где у нас была попытка показать настоящую некую реализацию 40-летнего целого процесса, такого большого, огромного, трудоемкого. К сожалению, мы не смогли вживую показать многих преподавателей, которые в этом принимали гораздо больше участия, потому что практически почти в процентном соотношении 80% сейчас преподаватели это и те, которые именно и заканчивали и учились в этой художественной школе. То есть мы реально туда приходили, мы такая там учились. преемственность, да? Да, и мы сейчас там уже преподаем. Мы надеемся, что эта преемственность будет и в дальнейшем сохраняться, хотя в данное время это немножко молодежь у нас так, приоритеты немного другие, но мы надеемся, что все-таки кто-то обязательно за нами будет повторять этот путь. Что касается, как попал в художественную школу, попал просто... Поймал отец под диваном, как я и в фильме говорил. Под диваном поймал отец, как я рисовал карандашом. А почему на фанере. под диваном? Ну, я прятался. Это был ваш мир? Был совсем. Это был мой мир маленький. Ну и потом с мира поддиванного я с изобразительным искусством вышел в мир галерейный, где впоследствии было там пару выставок туда-сюда. Вот. Но как попал? Попал очень просто. Отец сказал, все, ему пора в художественную школу, привели, показали, дали. В дальнейшем уже, когда я начал подрастать, помню все. Вот. И потом почему-то, как и обычно, в таком возрасте 14-15 лет меняются приоритеты, да, бывает такое. Вот. И я как-то забросил, но, к счастью, пришли преподаватели ко мне прямо домой, аккуратненько объяснили моему отцу, что я могу быть талантливым и интересным художником. И он мне очень аккуратненько, доходчиво, по-гагаузски объяснил. В этой студии есть эти люди, надо да, ходить. сейчас? Это была Марья Ивановна и Дмитрий Иванович Савастин. Марья Ивановна есть, слава богу ей, дай бог здоровья. Вот, к сожалению, она уже на пенсии. Вот. Но она и Дмитрий Иванович Савастин, они боролись, как говорится, за мой этот творческий путь. Ну, впоследствии и дальнейший мой образовательный процесс, то есть поступление в художественное училище, все это было при 100% поддержке Дмитрия Ивановича, потому что благодаря ему я поступил и дальше учился. И точно так же, благодаря ему, когда я закончил учебу, я вернулся обратно. И именно благодаря ему я и стал работать художником. В общем, получается так, что именно Дмитрий Иванович Савастин практически, в принципе, всегда был рядом в коррекции моего творческого пути. Он постоянно был рядом, постоянно помогал. То есть выучил меня, помог поступить, потом помог найти работу здесь же, в художественной школе. Ну и в дальнейшем, в процессе, когда мы вместе совместно и преподавали, давал хорошие полезные советы. Ну, это я скажу, некий такой отец в моем творческом пути. Виталий, скажите, а если сейчас среди ваших студентов будут такие, допустим, ученики, которые потеряют, может быть, желание учиться, вы также поступите, придете домой, объясните родителям, будете бороться Сейчас еще легче. Если раньше было трудно прийти ко мне домой, потому что я на Туканевске жил, и прийти пешком, аж оттуда прийти пешком. Да. А тем более дороги было были всех, тогда прекрасные, были дороги, были телефоны, связь была замечательная. Вот. Даже письма не доходили до того района иногда, но в принципе находили силы. Дмитрий Иванович и Марья Ивановна нашли силы. А сейчас это гораздо все легче, все гораздо проще. Они у нас прямо на прицеле, у нас есть свои группы, у нас есть телефоны родителей. Сейчас настолько сильно все, со временем все оно, не то что усложняется, но более-менее какие-то свои порядки, свои правила. У нас есть сегодня абсолютно все их контакты, мы знакомы со всеми родителями, тем более к нам приходят ученики, родители, которые их приносят. Поэтому вопрос, когда приводят. Когда вопрос появляется о том, что вырос мальчик или девочка, и у них меняются приоритеты, мы это понимаем, потому что сами так переживали.
Все остается. Природа человеческая, она практически не меняется. То есть в 14-15 лет кто-то обязательно, каждый из нас проходит. И вот кто из них проходит, попадает, вот можно сказать, вот в эту ломку между ребенком и подростком. Да, мельница. Да, мельница. И вот в этот момент, да, мы где-то находимся рядом. И были не один был случай, когда, да, на самом деле мы вытягивали их. Вытягивали, да даже сейчас могу прям пофамильно назвать, не хотелось бы говорить. Лучше не надо, Виталий. Не надо, да, но я могу сказать каждого из своих учеников или учениц, которые проходили этот переломный момент и приходилось, да, ну не так, как раньше. Отец меня привел второй раз. Возвращал. Да, по-гагаузски. Сейчас это более тактично, более культурно. Об этом поговорим в другой программе, Виталий. Благодарю вас за такие прекрасные воспоминания на позитиве. Георгий, какие ваши были первые впечатления, когда вы стали преподавать, у вас стали быть первые ученики? И вообще, что бы вы могли бы вспомнить о Дмитрии Ивановиче Савастине? Я знаю, что это будут самые теплые воспоминания, но все же вот поделитесь с нами. Дело в том, что благодаря ему я получил образование, так сказать, потому что у меня были попытки изначально, я вот тоже поступал. И в этом фильме вы об этом говорите, я видела, Да, но да, хочу да. вживую вас спросить. Я пытался самостоятельно поступить, но, естественно, Из первых уст. не хватало мне ни знаний, ни опыта, и понятия не имел я, куда я иду, честно говоря, тогда. Ну, а потом он как-то, я пришел расстроенный, встретились, и он, а что такое, так, как? И, ну, объяснил, он говорит, не так надо подготовиться. Я тогда принес любительские какие-то рисунки, и меня там комиссия посмотрела, сказала, молодой человек, как бы надо по-другому. И сели, он поднатаскал, так сказать, меня. И уже с другими настроениями, с другими силами, как бы с одного раза поступил, все хорошо. Уверенность придал. Вот. Я говорю, 100 раз благодарю, что этот человек Он находил был у каждому меня в жизни. подход, получается. Да, да. А когда вы уже Но- стали сами преподавать? Сам я был, честно, тогда 25 лет, немножко, как бы, еще тоже Сыровато. сыроват, да, скажем, но в процессе Ну, начинаешь колледж Паламидиалы вы закончили? Или это Михаил закончил? Я грековское в Одессе Это заканчивал. я заканчивал художественно-педагогическое училище имени Репина, нынешнее. Сейчас Ну, Паламидялы. вот я тоже с Репина начинал, и там мне сказали, не готов ты еще. Вот, а потом, уже когда подготовился, я уже в Одессу поступал. И там хорошо, как бы. Я хотел еще сказать, все для меня было все в процессе. Я пришел, детей собрал, дети все разные, каждый со своим характером, каждый интересен по-своему. Ну, я вам скажу, что тогда, мне кажется, дети были какие-то более добросовестные или как там. Потому что как-то они больше прислушивались им. Или не было вот этих вот... Сейчас мир немножко изменился. Да, не было Технологии, вот этих искушений, вот этих гаджетов. гаджеты. Не подвергались атакам соцсетей. Вот, Да. вот, вот. Максимальная перемена приоритетов проходила где? В рыпах, во врагах, За домом культуры. Вне за школы, домом да. культуры, да, вне школы. Вот поэтому у нас и сейчас. И Другое общение было. ну, когда втянулся, стало интересно с детьми. Но, слава богу, на творчестве это никак не складывается, не Понимаете, откладывается. да, но самое-то главное, что, в принципе, понятно, что было уже вот сказано, что очень много выпускников, у нас очень много детей. Понятно, что со всех с них мы не в состоянии сделать хороших профессиональных художников или людей, которые будут уделять всю свою жизнь последствий изобразительному искусству. Одна из самых важных задач – это попытка вырвать вот наших этих деточек, подростков, маленьких, с виртуального мира, да, чтобы они в реальности почувствовали в руках карандаш, чтобы они рисовали, чтобы у них образы появлялись, на бумаге делали какой-то. То есть, ну, это как минимум мы даем пользу, как минимум, но большую пользу, когда мы из телефонов их вытаскиваем, и они начинают работать это в реальной жизни, чувствуют настоящую реальность.
Вот, это самое главное, мне кажется, наш плюс. Ну а впоследствии там, да, уже впоследствии, кто решает свою жизнь посвятить изобразительному искусству, у нас, да, вот есть большое количество выпускников, которые, да, можно назвать их и профессиональными художниками, и всем остальным. Но самое главное, это вот их вытянуть из этой вот... Показать нынешней- жизнь здесь и сейчас. Абсолютно верно. Самое да. главное, что школа дает духовное, эстетическое воспитание. А те, которые хотят посвятить свою жизнь в дальнейшем, этого достаточно, чтобы это как толчок, чтобы они в дальнейшем поступили в различные заведения. Вот и все. Поэтому... Или даже просто использовали навыки в жизни. Да, Абсолютно да. верно, да. Вы хотели бы что-то добавить, Георгий? Мы Да, так и- технично Не, ушли. ничего. Такой пример. Сейчас у меня была девочка, ну, пришла, был пробный такой рисунок, нарисовала я, конечно, очень сильно был удивлен, потому что ребенок, видно, занимался самостоятельно где-то. И я, честно, была большая надежда, что тут она начала плакать: я не хочу художку, я хочу волейболом заниматься, не знаю чем там. Если не хочет ребенок рисовать, не заставишь. Я говорю, ну, что я могу? В этом году я вижу этого ребенка в школе. Но она, к счастью, за подружками попала к Сергею Дмитриевичу. Я очень рад, что этот ребенок не ушел куда-то, потому что с таким потенциалом Не растрачивается Да, талант. потратить. терять было бы очень жалко. И я смотрю, ребенок с удовольствием ходит. Я рад, что не ко мне, Вернули, но она вернули вернулась в ребенка. школу. Это очень важно. Эти моменты, я говорю, для меня, например, если этот ребенок не остался где-то там и потянулся к светлому, к творчеству, это очень хорошо. Спасибо большое, Георгий. Михаил, расскажите, пожалуйста. Моя биография в изобразительном искусстве немножко проходила по-другому. Но и здесь приложил Дмитрий Иванович свои знания, умения. В 1969 году впервые открылась в Кишиневе специализированная школа-интернат «Семилетка». И вот Дмитрий Иванович ходил по школам и делал такой анализ, кого можно из учеников направить. Потому что с юга как бы востребованность как таковой не очень-то стремились даже в те годы. Больше старались как бы в Кишинев, там север Молдавии охватить. И нас трое было, которые поехали поступать. И в итоге я сдал экзамен, и один остался. И как бы вот эти вот 7 лет учебы в специализированной школе. Тяжело было? Тяжело, почему? Потому что без родителей, без таком как возрасте говорится, еще. да, там Муштрак своя, как говорится, своего рода как училище суворовское. Но, знаете, чем отличается от художественной школы, детской художественной школы, там с утра до вечера вот эта вот атмосфера изобразительного искусства. Это вот эти скульптуры, в коридорах работы и преподаватели с утра, после обеда воспитатели. И все вот это вот из года в год, 7 лет. И обучаясь там, я уже знал, что моя профессия, да и мы все думали, что мы повязаны уже с изобразительным искусством. И это нас стимулировало. Хотя сегодня, если так сделать анализ, процентов, наверное, 60 стали профессиональными художниками, а остальные 40 там около этой специальности. Но имея вот этот вот опыт, я имею в виду интерната, вот как воспитательная часть, как с нами относились учителя, как относились с нами эти воспитатели. Буквально 9 лет назад я вот попросился Сергея Дмитриевича, написал заявление и был принят преподавателем детской художественной школы. Сказать, что испытал трудности, нет. Почему? Потому что внутренне я был готов. Внутренне, как я тоже вырос с детства вот среди воспитателей и педагогов. И сейчас я для них как родитель. Вот для этих же детей в школе как родитель. Да, они все разные. Вот они все разные. Вот Виталий Анатольевич рассказал, Сергей Дмитриевич, они разные. И к ним действительно нужен какой-то подход особенный. У нас разные возрастные категории детей. Одни приводят родители в 7 лет, другие приходят постарше, где-то в 10, и если в 15 лет приходят. Конечно, им
уделяем мы внимание, но они быстрее как бы материал осваивают. И нам легче вот со взрослыми, чем с детьми. А с детьми действительно надо чуть больше времени для того, чтобы... Да, есть дети, которые жаждут получить знания, а есть, наверное, просто приходят, думая поверхностно, вот, приобрести что-то, какие-то навыки, и все. Атмосфера привлекает. Да, привлекает атмосфера, там подружка ходит туда или знакомый ходит, и вот сказал, что там интересно, и вот. Но, учитывая результаты, вот Сергей Дмитриевич озвучили, выпуски у нас проходят с поступлениями, очень хороший результат. Действительно, мы, каждый педагог, можем гордиться, что наши дети поступают даже на бюджет, не за счет государства, вот, обучаются. И это похвально. Значит, мы действительно даем детям те знания, которые востребованы в дальнейшем для повышения их уровня. Благодарю вас, Михаил. Спасибо. У меня для вас есть и для телезрителей небольшой отрывок из этого документального фильма. Я прошу оператора вывести на экран. Это интервью выпускников и выпускниц вашей родной художественной школы. С самого детства родители меня пытались отдать на разные кружки, танцевальные, музыкальные. Я с таким трудом туда ходила, я просто не хотела вообще туда возвращаться. И в 9 классе ко мне пришло такое озарение или осознание того, что все, я хочу рисовать. И в один момент мама мне говорит: все, идем в художественную школу. Я помню этот день вот прямо как сейчас, как мы с мамой идем. Художественная школа еще была не здесь. Встречаем Виталия Анатольевича Манжула. Он говорит, что рисовать надо трудиться, надо стараться. Если не будешь стараться, ничего не получится. И вот с того момента я начала ходить в художественную школу. И я так и связала свою жизнь и до сих пор связываю, так как я проучилась здесь, я закончила художественную школу, я поступила в университет, в котором училась на факультете искусств, и я дальше продолжаю также учиться на магистратуре. При этом я еще работаю в сфере искусств. Ну и помимо этого я постоянно посещаю до сих пор художественную школу, где тоже пишу, рисую, и мне это безумно нравится. Сюда действительно хочется возвращаться. Это единственное место было для меня, куда я шла с большим удовольствием. Я ждала, чтобы закончились уроки в школе. Я бежала сюда голодная, не голодная, но я все равно сюда приходила и с удовольствием рисовала. Хочу поздравить Камрадскую художественную школу с прекрасным юбилеем и передать большой привет из Прибалтики. Когда-то я тоже начинала свой художественный путь именно в Камрадской художественной школе. Потом был Кишиневский колледж имени Плымадялы, дальше университет в Литве, Вильнюсская художественная академия. И все закончилось тем, что я сама работаю в художественной школе. Когда-то еще там, в Камрате, я помню, думала, самая хорошая работа – это работать учителем в художественной школе. Можешь рисовать сколько хочешь. Ну вот, я и рисую. Это за мной, кстати, работа моей ученицы, еще не законченная, мы над ней работаем. Так что спасибо за первые шаги, за начало пути. И желаю всего самого доброго. Я, хотя и живу в Прибалтике, в Литве, у меня остались эти буджакские поля, степи с ковылем навсегда в моей душе. Спасибо вам за это и всего вам хорошего. Хочу поздравить свою Камрадскую художественную школу имени Дмитрия Солостина с 40-летием. Для меня она имеет огромное значение, так как в ней я научилась выражать себя через рисование. Сейчас я работаю художником в играх и в мультфильмах, а начало было положено еще больше 15 лет назад, когда мне было 11 лет. Я помню свою первую преподавательницу Галину Васильевну и свои первые опыты в классах рисунка и живописи.
Затем я училась у Сергея Дмитриевича Савостина. И если Галина Васильевна показала мне красоту искусства, то Сергей Дмитриевич показал, насколько процесс творчества может быть веселым, радостным и увлекательным. И все мои трудности в создании работ преодолимы. Главное – никогда не останавливаться и постоянно стараться. Я очень рада, что наша школа существует уже столько лет. И желаю другим детям, как я когда-то, найти этот путь увлекательным, интересным и достичь больших высот. И хочу еще раз сказать спасибо всем преподавателям, кто вложил свои силы в нашу школу. Потому что благодаря этому я тот, кто я есть сейчас. Я бы искренне хотела пожелать ей побольше талантливых учеников, которые будут прославлять нашу Гагаузию, наш родной край через свое творчество. Конечно, хочу пожелать еще достижений, побед на различных конкурсах и международных выставках. Детская художественная школа имени Дмитрия Савостина действительно стала мне дорога. Я проучилась там 5 лет и всем сердцем полюбила рисование и живопись. Отчасти это благодаря моему преподавателю Савостину Сергею Дмитриевичу. Он действительно прекрасный педагог, художник, наставник. Я помню дни, когда я была максимально не уверена в своих силах, и от него я всегда слышала слова поддержки. Он всегда говорил, что если я буду трудиться, у меня обязательно все получится. Действительно, так и случилось. Сегодня я являюсь студенткой Московского архитектурного института. Это один из самых престижных архитектурных институтов мира. И я бы ни в коем случае не смогла бы поступить сюда, если бы не училась в детской художественной школе имени Дмитрия Савостина, потому что именно там я приобрела те знания и навыки, которые мне необходимы при учебе в архитектурном институте, потому что архитектура, она непременно связана с творчеством. И мой пример, он не единственный. Есть еще десятки примеров, когда ученики художественной школы, они выпускались и становились действительно первоклассными художниками-мультипликаторами, дизайнерами, архитекторами и так далее. Я действительно благодарна художественной школе и всему преподавательскому составу за тот труд, за те знания, за те навыки, вложенные в меня. Спасибо. Я хочу себе построить будущее настоящего художника. Хочу быть известной во всем Камрате. Мне сюда нравится ходить, потому что я могу рисовать. Мне очень нравится рисовать. Я здесь обрела много друзей. Я знаю то, что в этом году в художественной школе 40 лет, юбилей. Я хочу, чтобы сюда также продолжали ходить дети, потому что здесь очень хорошо. Мне очень нравится учиться в этой школе, потому что я очень люблю рисовать, и эта школа помогает мне воплощать мои мысли через искусство. Eu felicit toți învățătorii a școlii de arte plastice cu ziua de naștere a acestei școli minunate. Желаем нашей школе процветания, больших успехов и достижений в выставках. Bütün yürekten kutlarım hepsine. Allah versin çok türlü fikir hem güzel sergi. Elevilor doresc succes, creativitate și inspirație. Victorii în competiții. Profesorilor doresc succes, elevi talentați, harnici și ascultători. Я желаю удачи всем, кто здесь учится и будет учиться. Я хочу пожелать всем, чтобы они развивали свою фантазию, чтобы они лучше рисовали и улучшали себя. Обычно я рисую хорошие картины, но это зависит от настроения. Поздравляем с этим событием всех учителей и учеников. Мне тут очень нравится. Я люблю ходить на художку и люблю рисовать. Я хочу стать великим художником. Вообще, я бы хотела сказать, что мне очень нравится здесь учиться, потому что здесь очень комфортно, и хорошая атмосфера, и такое непринужденное время за работой. Поэтому немножко даже жаль, что это мой 4 класс,
потому что я, по сути, уже заканчиваю. Но, в принципе, думаю, если получится, на следующий год также буду продолжать сюда идти. Спасибо за первые наброски, спасибо за первые шаги. Это те слова, которые были адресованы вам, уважаемые учителя, преподаватели, маэстро в этом виде искусства. Скажите, пожалуйста, помните ли вы всех своих выпускников? Конечно, помним. Мы помним всех своих учеников, и особенно тех, которые пошли по стопам. Почему? Потому что они запомнились своими выставками, своими работами. Ну и, возможно, была какая-то вот борьба между учителем и педагогом и учеником. Почему? Потому что вот я помню, у меня был такой ученик, который я говорил, вот так делай. Нет, все равно он по-своему был. И все-таки я добился своего, и потом уже, когда он уже поступил, закончил, он вернулся, и уже тогда он только сказал, да, вы были правы. Это как бы вот насчет учеников. А насчет фильма, то, что вы сейчас видели, это мы детям просто предложили, кто хочет поздравить художественную школу с юбилеем. И все дети, которые принимали здесь участие, это по желанию. Мы никого не заставляли, и вот получился вот такой фильм. Сергей Дмитриевич, помнится мне в одном из наших интервью, которое мы записывали тоже на ГРТ, вы говорили, что у вас была одна выпускница, девочка, которая изумительно срисовывала любую картину. То есть практически копию делала. Копировала изображение, и получалось у нее точь-в-точь. Вот среди выступающих сейчас в этом ролике была эта девушка? Да, была. Она повторила работу вашего отца, да? Да. Она поступила сейчас в Московский архитектурный. Но я бы не хотел бы акцентировать. Почему? Потому что если сделать анализ разных годов, то такие ученики у нас были. Просто на данный момент вот она одна из самых сильных. То, что она могла повторить и сделать копию любого художника, не только Дмитрия Ивановича, это точно. Вот Виталий Анатольевич ее назвал «любя ксерокс». Это почему? Потому что она... Нет. Это при ней говорилось. Я думаю, что к этому не будет вопросов. Просто она брала, у нее очень хороший глазомер, и она очень четко схватила, вот, допустим, и передала характер, все, что она видела, будь то это портрет и так далее, и так далее. Но я ее всегда говорил, что копии копиями, но потом она начала делать, вот, допустим, работу хорошую сделала Жанна д'Арк. Это уже творческая работа, это уже самостоятельно, холст, масло, вот, серьезная работа. И вот я говорю, вот это уже твое, потому что ты вот от себя все это сделала, а не где-то там. Поэтому у нас не было акцента на копии. А это просто она показала свое мастерство, еще, да, что она может. Вот это главное тоже. Как бы. А как так получается, что все те, кто выпускается, оказываются вне нашей страны? Почему? А очень просто. Дело в том, что условия там и условия здесь. Там развивается, вот как, допустим, моя ученица, она была, и Виталия Анатольевича она была. То есть год или два со мной, и год или два с Виталием Манжелом. И она мне звонит, она говорит, Сергей Дмитриевич, вот мне предложили вступить в Союз художников России. Вступать? Я говорю, что ты меня спрашиваешь такие вопросы? Конечно, у тебя открываются многие дороги. Но дело даже не в этом союзе. Там идет развитие изобразительного искусства. У нас этого я не наблюдаю. Да, сегодня могут сказать, что там выставки проходят, там какие-то детские или художников. Это все понятно. Но у них там и есть музей, у них там закупаются и картины. Я все не буду рассказывать, потому что это целую отдельную передачу можно об этом посвятить. Но изобразительное искусство там поднимается. Плохо, хорошо, но поднимается. У нас этого пока нет. У нас нету базы. Я многим говорил открытым текстом, поезжайте в Кишинев, поезжайте в Приднестровье. Там есть это все. Да.
И там вы можете просто посмотреть, как хранятся картины, где хранятся, какие условия, как вообще организовываются эти выставки. Сегодня, пока художник сам не сделает эту выставку, ее не будет. То есть он должен все сделать, привести и так далее, и так далее. Помощи ему нету. Виталий, Абсолютно. вот вы выставлялись. Расскажите об опыте. На самом деле приходится все делать самому. Но есть люди, которые помогают. Например, последняя выставка, да, Управление культуры, да, подошел с предложением, потому что сказал, что я реально не вытягиваю физически и в материальном плане оформление, потому что оформление сейчас очень дорогое. Вот, да, они пошли навстречу, была оплачена определенная часть оформления, была сделана выставка. Ну, как бы это понятно, в принципе, наверное, во всем мире такие моменты происходят. Это даже если брать со времен импрессионистов, всегда все художники бедствовали, всегда им должен был кто-то помогать. Это все понятно. Это судьба художника. В большей степени, к сожалению, не все становятся Нико Сафроновыми, которые могут стать миллионерами благодаря друзьям, поддержке или государству. Это понятно. Ну, путь художника он такой. Но я хочу вернуться к той проблеме, что сложно сейчас за собой, чтобы кто-то начал повторять тот путь, который мы повторили, путь своих учителей. Проблему можно, в принципе, решить даже... Почему они уходят, почему они не возвращаются? Да, уезжают. Как раз тот возраст, где 18-19 лет. Они уезжают в другие города. Я не буду говорить, какие именно, но они уезжают, где на самом деле города чуть побольше, где на самом деле реализация для художника намного шире, намного больше возможностей. Они ухватываются, они смотрят на эти все перспективы и обратно возвращаться не хотят. В особенности, особенно девочки наши, которые уезжают, кроме этого, вы сами прекрасно понимаете, вопрос физиологии потом поднимается, они выходят там замуж, мужья уже обратно не выпускают их. Там они уже реализуют себя, это все четко понятно. Эта проблема, в принципе, решаемая уже не первый год. Я максимально пытаюсь с Татьяной Ивановной Щеголевой достучаться до нашей образовательной системы, что необходимо при Камрадском государственном университете открыть факультет. Понимаете? Для того, чтобы наши самые талантливые детки, мы их не отдавали. Да, я немножко жестко говорю. Прекрасная инициатива. Мы не отдавали их, чтобы они не уезжали никуда. Чтобы они здесь формировались, получая высшее образование. Здесь дома, Трудились. здесь на месте, и тогда они в нашем поле находятся. В то время, когда уехав ребенок от нас, он перестает находиться в нашем поле. Через год он звонит, 2 года. После этого, когда или выходит замуж, или женится, или находит там себе перспективную работу, они забывают о нас и только вспоминают там через 5 лет. Здравствуйте, как дела? Это нормально, это все просто, потому что неизвестно, потому что и мы бы, может быть, себя так повели. Но важно, решение этой проблемы можно здесь сделать. Маленький факультет, тем более понятно, что значит факультет. Это что, все должны быть художниками? Нет, неправда. Там будут не все художниками, но там, во всяком случае, будут обучаться те преподаватели общеобразовательных школ, которые являются сейчас как бы преподавателем рисования в общеобразовательной школе, но не имеют компетенций. То есть преподаватель музыки или преподаватель физкультуры, он также преподает и урок рисования. Для этих обязательно факультет открывается. Но и для самых талантливых, которые мы, являясь художественной школой, базой, от нас у них появится стимул. 5 человек в год выпускать. 5. Остальные 5, 10, 15, они пойдут работать в общеобразовательные школы, садики, в школы, там будут компетенции. Но из этого в один год там выпустить, допустим, я не знаю, сколько нужно, 15 человек. Вот 5 должны быть относительно хорошими художниками, и тогда мы сможем продолжать дальше свое дело. Да? Уровень. То есть вот это важно. Вот мне хочется задать вопрос. Кроме того, мне еще хочется добавить то, что Виталий говорил, я полностью согласен, но тут еще добавить, что посмотрите, какие школы. У нас проблема в школе как бы решена. На сегодняшний день, за мою практику, сколько я работаю, 30 лет в художественной школе, даже больше, это лучшее место. Но это не идеальное место. Надо говорить открыто и четко. И они видят, какие школы там, условия, какие они бывают. Это раз. Кроме того, я не буду называть города там, или фамилии художников. Я точно знаю, я же общаюсь, 6 молдавских художников, допустим, уехали в Эстонию. Почему? Потому что им дали коттедж. Там есть и жилье,
там есть и мастерские, там же. Конечно, он будет на этих условиях. И самое главное, у них есть там рынок сбыта картин. Подчеркну. Есть для кого? Рынок сбыта картин. У нас этого нет вообще. Ни мастерских, ни образования, то, что говорил Виталий Анатольевич, ни художественная школа как надо вот должна быть. Нету этого. Кроме того, у нас есть еще один вопрос. Вот вчера буквально с этим столкнулся. Пришла вот родительница, и вот она так изъявила, что говорит, мы не знаем, где художественная школа, потому что вы все назвали ее здание, это руководство наше так сделало, что это дом творчества. А есть там художественная школа, вы говорите никто о не маме знает. Девочки Алины. Неважно. Да, мы не говорим. Да, не только она, там очень многие. Поэтому хотелось бы... Вот, допустим, школа имени Щусева. Вот зайдите, посмотрите. Или Файницкого в Тирасполе. Ну, где бы ни был я, ну, везде я вижу табличка, вот, что это школа имени такого-то человека, где у нас говорится о том, что вот это наши деятели. Нет, наши художники. Но покажите, это нет, я еще ничего не увидел. Я был в Казахстане, я был и в Латвии, допустим. Я видел, какое у них отношение к своим же художникам, и не только художникам. Это всех известных людей, которые внесли огромный вклад в развитие культуры, допустим. То есть нужно расширяться. Поэтому здесь ничего нет в этом отношении. Поэтому то, что говорит Виталий Анатольевич об образовании, правильно, чтобы появились кадры, согласен. Но кроме этого нужны, я о чем и говорю, примеры, конкретные примеры. Вот есть красивые условия, ну, допустим, художественная школа, условия какие-то уделять внимание художникам. Вот о чем я говорю. Тогда дети будут уже, ага, здесь это ценится, это нужно. Понимаете, о чем я говорю? Я извиняюсь, но хотелось бы еще сказать такую вещь. Хотелось бы сказать вот такую вещь. Надо четко подчеркнуть, что вот за 40 лет художественная школа вот прошла довольно-таки нелегкий и не совсем уж мягкий путь. Было очень много препятствий, связанных с помещениями, со зданиями. На нашем месте, на моем месте, конечно, сейчас было бы некрасиво говорить, что третий этаж – это мало. Это на самом деле спасибо за то, что случилось наконец-то. Не хотелось бы рассказывать о трудных и негативных моментах художественной школы. Вот пусть это останется только в нашей памяти. Да, мы сейчас можем сказать спасибо за то, что у нас есть третий этаж. Я опять же акцентирую внимание, что мы находимся, еще раз, это здание, если когда меня спрашивают, где есть художественная школа, я говорю, в рыжее здание, оранжевое здание, которое разделяется двумя внешкольными учебно-образовательными заведениями. То есть рыжее здание, где художественная школа, на третьем этаже, на втором и на первом дом творчества. Это не в здании дома творчества, это в рыжем здании, где есть два внешкольных заведения. Это первое, надо подчеркнуть это. Конечно же, ну не хочется после того, что нам приходилось проходить, в каких помещениях мы работали. Я еще раз подтверждаю, спасибо огромное, и в тепле находимся, и слава богу, есть туалет. Радует, что вы на позитиве. Да, мы на позитиве, да. Но как всегда, в человеческой природе мало. Йог-дебе месяц. Ну, честно говоря, вот признаюсь честно, хотелось бы, мы сейчас выставляем свои работы, лучшие работы своих учеников в коридоре. Да? Это неплохо, потому что эта практика во многих есть учебных заведениях, да, включая училище, да, в коридорах выставляется. Но при этом в хорошей художественной школе, я не говорю, что наша плохая художественная, я говорю в материальном обеспечении. В материальном обеспечении, в доброкачественной школе учебной должна быть какая-то выставочная галерея, маленький выставочный зал, куда реально могут экспозиции, приходить. чтобы менялись. Я на самом деле очень максимально рад, что, например, в одном здании мы работаем, там есть замечательные, и на первом и втором этаже замечательные здания. Ну, там, да, деточки, не всем быть художниками, деточки там занимаются и гимнастикой, и спортивными какими-то видами, вот. Было бы неплохо, да, было бы неплохо нам тоже как-то найти
какие-то средства, чтобы сделать, как минимум, небольшой выставочный зал. Это огромный стимул для учеников. Не сколько для нас, а для учеников. И для родителей, которые будут приходить и смотреть. Потому что сейчас они заходят, многие родители заходят, они смотрят коридор, они смотрят уровень работ. Да, заинтересовываются, говорят, да, здесь конечно. идет работа. Вот. Пока нам маловато, мы растем. Вы понимаете, что мы растем через 10-15 лет, через 50, когда нас вполне возможно не будет, город вырастет. И вполне возможно, что он станет миллионником или мегаполисом каким-то ассимилированным. Я сейчас шучу. Но в любом случае количество детей уже не вместится в то, что сейчас мы пытаемся и так уже максимально впритык. У нас очень много детей. И мы учим, у нас впритык прям реально. Ни в коем случае не делаем заявку, что все плохо. Нет, все хорошо, все спасибо. Но есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться и хотелось бы расширяться. Немножко хотя бы. Я думаю, что нас услышат. Сегодня говорилось уже о том, что дети у нас уже другие. И они прямым текстом говорят, мы все видим, мы все понимаем, все, что происходит, какое к вам отношение, какое отношение вообще к школе и так далее, и так далее. Может, не можем объяснить, но у них они все видят, они все понимают. Поэтому они, когда поступают, они делают выбор, у них появляется, вернее, выбор. И, естественно, если у него там уже все красиво, все хорошо, он остается там. А здесь уже на сегодняшний день, можно сказать, да, у нас, как Виталий говорит, есть дети, но у нас уже все забито. Спасибо, То Сергей есть, Дмитриевич. как-то так. Я бы хотела подключить к нашему разговору Михаила и Георгия. Хотелось бы продлить мысль Виталия Анатольевича по поводу, чтобы при университете открыть факультет, чтобы наши дети действительно не уезжали в другие города, в другие республики, а чтобы мы самых талантливых, возможно, готовили здесь. Но я вынашиваю такую идею уже, наверное, лет 10. Почему бы нам не открыть детскую художественную школу, интернат, собрать талантливых детей, может, даже с сел, и создать условия. Пусть не 10, пусть 15-20 детей, условия интерната расти здесь, но они будут находиться круглосуточно под влиянием изобразительного искусства. И я думаю, что эти кадры как раз будут первые в будущем студенты университета, где дальше уже они будут постигать более высокий уровень профессионализма. Это типа колледжа? Да, совершенно верно. Я пользуясь моментом, что на телевидении, хотелось бы обратиться. У нас действительно есть бизнесмены, действительно есть и люди, которые имеют немалые средства, которые могли бы вложить эти средства в здание, определиться место, где. И почему бы и нет, назвать их именами или табличкой, что они впервые здесь, в Гагаузии, создали. Здесь вопрос также и образования, если я, допустим, со стороны был бы чиновником, да, если брать государственного аппарата, тут на самом деле здесь нужна работа проблем, в совокупности целая Совершенно работа. верно. Не только в деньги, конечно. У наши стремления реально огромные. И мечты у вас такие хорошие, но они реализуемы. Почему? Преподавателей туда можно набрать с общеобразовательным специальностям. Спокойно можно набрать. Просто с углубленным изучением, да? Совершенно верно. Именно что, как на базе в Кишиневе колледж Виеру. Это великолепно. Там дети могут посещать городские, получать знания, а есть, которые живут прямо при колледже. Но они имеют преимущество, сейчас скажу, у них есть вечерний рисунок, у них есть дополнительные, и они изучают, уже зная, что они действительно постигают более углубленно эти знания. Можно 4 года, 8 лет, 7 лет пройти обучение, а в дальнейшем выбрать специальность, связанную с графическим, компьютеризацией, я не знаю. А эти уже знают, что они заканчивают и будут профессионалами. Да, хорошая идея. А вы, Георгий, что думаете по этому поводу? Добавить, честно говоря, мало что есть. Но я говорю, у нас есть потенциал в наших детях. Да. Это самое важное. Есть кадры. Мы можем построить, организовать, я думаю, что можно. Но если не будет потенциала, нельзя. Но у нас детки очень сильные есть. Да, способные, талантливые. Есть смысл в это вкладываться.
Порой приходится выкручиваться даже для того, чтобы сохранить, задержать здесь человека. Вот, например, опять же, я без фамилий, но есть у меня очень талантливый один ученик. Он на самом деле очень талантливый, перспективный парень, просто огонь. Да? Мне приходится уже, к сожалению, хитрить, как бы сделать так, чтобы он получал обучение, находясь здесь на месте. Уговариваю уже второй год, потому что он завершил второй год, я его уговариваю, чтобы он пошел учиться заочно. Не очно, а заочно. Совмещать с работой. Находясь здесь, учиться заочно, получить там образование и здесь уже также чтобы продолжать свое развитие. Он же говорит, ну я хотел бы вариться среди художников. Я хочу, наоборот, уехать очно. Да, это неплохо вариться среди художников, где ты постоянно развиваешься, да, не в собственном соку. Но потом я ему уже говорю, послушай, ты на 3-4 год не захочешь уже вернуться. Потому что ты прочувствуешь другую энергетику. И я уже каким макаром пытаюсь ему объяснить, что давай заочно. Хочешь развиваться дальше? Есть симпозиумы. Есть великие, хорошие, талантливые, современные художники, которые объявляют симпозиумы или объявляют мастер-классы. Да, я уже думаю, здесь же надо подключать государство, которое будет спонсировать поездку одного из молодых специалистов там куда-то на семинар или куда-то на симпозиум. Он приедет, да, он приедет, он еще сильнее окрепнет, тогда ему не надо отсюда уезжать. Он будет у себя творить на родине, а расширяться будет, да, в других более крутых, каких-то более серьезных, как бы вот таких мероприятиях. И вот все-таки я сделаю все, постараюсь, чтобы мы приняли усилия, чтобы он заочно поступил, я находился здесь. Он завершит все, он будет развиваться, потому что он талантливый человек. И здесь же будет давать пользу именно здесь, на юге республики, в Гагаузии. Здесь же он будет давать жизнь изобразительному искусству. Единственное, что приходится схитрить и сказать, давай заочно. Вот к твоим, Сергей Дмитриевич, в курсе дела, Дмитрий Иванович, Петр Влах, я, Дмитрий Айогла, мы все заканчивали заочное образование. Украинский полиграф институт, вот знаменитый. Что я хочу сказать? Нас, заочников, приводили стационарников показывать, как надо работать. Поражало то, что учителя отзывались всегда с теплотой. Говорят, вот видите, они успевают делать все задания, то, что вуз требует они, и они еще плюс зарабатывают. Они не прерывают как бы свою трудовую деятельность, но успевают делать работу. И, как говорится, именно заочников старались ставить в пример, показывать, говорят, вы ленивее, говорит, чем заочники. Было такое. Еще одну очень тонкую вещь. Где-то невысокие слова, это не патриотизм. Но я скажу, что я уверен, что каждому из нас, у каждого из нас, вот скажу, вот кто здесь сейчас находится, я уверен, что были и есть до сих пор предложения уехать отсюда. Предложения работать в другом месте. Более перспективные моменты. Я знаю, что они были, и они есть, и до сих пор есть. И если брать конкретно себя, есть до сих пор возможность уехать куда-то в другое место, где будет отличная реализация. Но здесь у нас есть такая вещь. Гагаузский даяк, внутренний стержень. Видимо, мы, ну не знаю, может быть, трудно нас назвать патриотами, но, видимо, мы слишком сильно любим место, где мы родились. Нет, вы истинные патриоты своей Где-то земли, место, мы любим это место, где мы родились, нам здесь нравится. Мы строим здесь свой мир. Виталий Анатольевич, у меня был такой вопрос, который я хотела адресовать каждому из вас. Сергей меня, Дмитриевич, перебил. Но это ничего страшного. Я думаю, что из всех ваших высказываний, из ваших предложений наши телезрители сами все поняли, что никто из вас никогда не хотел покидать нашу любимую, родную Гагаузию. И за это вам отдельное большое человеческое спасибо за ваш труд. И в завершении нашей программы, а вопросов, конечно, осталось у меня много, но коллеги показывают, что завершать нам нужно нашу программу, я бы хотела, чтобы каждый из вас обратился ко всем жителям нашей страны, Республики Молдова, вот с призывом, с посылом, чтобы они непременно посмотрели этот документальный фильм о великом художнике, о создателе художественной школы, о Дмитрии Ивановиче Савастине. Давайте начнем с вас, Сергей Дмитриевич. О фильме пусть я хотел бы, чтобы все посмотрели бы. И мне просто было бы интересно, конечно, их реакция. Но сказать о Савастине хотелось еще пару фраз. Он, в принципе, что хотел, чтобы наша школа росла,
чтобы у нас появлялись свои ученики, и обратите внимание, те ученики, которые здесь в нашей школе учились, они сегодня преподают. Поэтому я бы хотел, чтобы у нас вот так же и в дальнейшем с оптимизмом все шло к лучшему. Ну а насчет фильма, я считаю, что тут уже только телезритель, самый главный судья, пусть он и сам и оценивает. Ну, конечно, нам интересно будет услышать отзывы. Благодарю, Сергей. Пожалуйста. Ну что ж, хотелось бы пожелать, наверное, нашей школе дальнейшего процветания, здоровья педагогическому коллективу. И, конечно, хотелось бы пожелать нашим учащимся, их родителям, что они как бы сопутствуют, помогают своим детям материально, финансово посещать нашу школу. Почему? Потому что сегодня содержать ребенка, его обучение, ну, немножко финансово есть трудности. Но они находят возможность, находят средства и стараются своих детей приводить к нам. И хотелось бы, чтобы это было всегда и с хорошим результатом. Георгий? Спасибо, что у нас появилась возможность создать этот фильм. И благодаря не только нашим идеям, мыслям, и благодаря еще людям, которые помогли нам это сделать, у нас получился, я считаю, замечательный фильм. Ну, конечно, он не все может показать, но он показал какую-то часть нашей деятельности. Вот. Я думаю, что это будет прекрасная традиция ежегодно выпускать такого своего рода отчет. Пожалуйста, Виталий. Спасибо, Георгий. Да, мне кажется, что просто посмотрите фильм, потому что вот в это время, в данное, все, что происходит на этой планете, а происходит здесь очень много, к сожалению, негармоничного и негативного, не хочу на этом акцентировать внимание. Чтобы ваша жизнь стала немножко более счастливой, радостной, спокойной и с ощущением того, что в этом мире стоит жить, посмотрите этот фильм, потому что он полный у нас радостью, внутренней гармонией, счастьем. И в этом фильме мы передали именно вот эти самые-самые такие кайфушечки. И хотим, чтобы вы соприкоснулись с тем, что показано в этом фильме. Все. Я благодарю вас, уважаемые гости. Ну а мне, уважаемые телезрители, нечего добавить к словам великих маэстро в мире изобразительного искусства. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. До встречи.